Желание отдохнуть и поесть в одном из кафе около московского рынка у некоторых посетителей заведения сменилось желанием физической расправы над другим клиентом шашлычной. Некоторые из них даже стали воплощать желание в жизнь, что сильно отразилось на лице пострадавшего. К моменту прибытия сотрудников полиции людей, избивавших мужчину, на месте уже не было. Но остальные пострадавшему явно не сочувствовали. Почему и зачем избитый схватился за нож, Анна Граднова продолжит. Девушка, угомонитесь! Не девушка, а я женщина. Угомонитесь! Полицейские прибыли на место происшествия почти сразу же, однако нападавших к тому времени уже и след простыл. Из участников инцидента на месте остались разъяренная супруга избитого и он сам. Приезд сотрудников правопорядка не охладил желание остальных отдыхающих в этом заведении продолжить начинание скрывшихся и ударить этого же мужчину. Вот слушай сюда, слушай сюда. Не надо, 55, запомни. Пожалуйста. Ты что? Тихо. Ой, не надо, пожалуйста. Она что, что ли? Я не понял. По словам посетителей, этот мужчина ходил по шашлычной рядом с московским рынком. Вел себя, говорят очевидцы, порой неадекватный. После того, как его избили, напугал отдыхающих, схватившись за нож. А на вас мужчина с ножом бросался, что ли? Конечно. Пускать в ход холодное оружие мужчина не стал. Прибывшим сотрудникам полиции пытался объяснить, почему вел себя агрессивно. Да мы отдыхали, вообще забили. А за что? А за что? Да я за что? А не сколько человек было? 5 человек. Однако, за что именно били его самого, с чего все началось и как происходило, внятно объяснить не смог. А как вообще подошли они к вам? Или вы подошли к ним? Я подошел к первому музыке, поставил, нам такой не нужно музыка. Как нельзя, говорю, я вас костяк. За поддержкой мужчина пытался обратиться к своему другу. Товарищ, утверждает потерпевший, работает в полиции и сможет ему помочь. Я сам 6-го отдела. Сейчас позвоню Диме такого. Дим, приедет. Дим, меня услышь, пожалуйста. Что меня избили? Для избитого мужчины вызвали карету скорой помощи. Медики его осмотрели, а полицейские затем доставили в отдел для разбора инцидента и составления заявления на нападавших. Но супруги впоследствии попросили полицию никого к ответственности за случившееся не привлекать. И написали, что претензий никому не имеют. Анна Городнова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112.